У нас вообще возможен честный разговор о себе? О, бірден дарыларымыз. Твой контент вдруг приобретает личный оттенок, а это большая проблема недумающих людей. У меня ревности нет, я сразу говорю. У нас все обижаются очень быстро. Легко. Өз адамларны қыдырмақ. Мы, как народ, должны развиваться. Мы и развиваемся, на самом деле. Пара мәселесі десеңіз білмеймін. Пара. Менің парам әлі бүгін жоқ. Чтобы умножить на 0 то, что человек говорит, достаточно сказать, что он говорит не на татарском языке. Қалғаны есе білмеймін, не істеймін. Öyle. Османбей, бір вақытлары яздыңыз меркез программамызны арада-сырада бақайсыңыз мурекеп белгісіз себебінден. Не беклейсіңіз бізден? Не чунан намайсыңыз, яда дабыршыларын? Анги себептен оле сыра бақайсыңыз біздің? Ой, Аллам, ярабам. Мен меркезден не беклеймін? Ачы қайдан бір мақсатлар. Ачы қайдан бір нәтижелер, шуны беклеймін, онсыз олмас. Мұна сіз кешкен көрішіңізде не деген едіңіз? Мұна милли ғайымыз оғадар шунақында лав юрсеттіңіз, ама ойледі милли ғайымыз недір, йөнелішіміз недір, аңлайтмайсыңыз да. Мұна меркез айны. Не үшіндір лав жоқ, ама нәтижелер недір. Бұна дайма шикает етем, ойле. Ну, собственно говоря, это и есть тема нашей сегодняшней программы. Мы сегодня говорим про наш медиапродукт, про содержание его и про то, какие цели мы себе ставим и какие задачи мы выполняем, если выполняем. Селям алейкум, это проект Меркез. Эльвербей, мы с вами работаем в одном амплуа практически. Ну, да, направление точно. Да, направление точно одно и то же. Очень часто пересекаемся и затрагиваем практически одни и те же темы. У меня ревности нет, я сразу говорю. Да, все окей. Что вы, какую себе цель ставите? Вот отвечая на вопрос Османбея, какие цели мы преследуем? Так, ну цель, в принципе, вести проект, потому что у нас YouTube-проектов очень мало. Я знаю, что у вас на Дне крымско-татарского языка в прямом эфире сказали, что вот у нас много русскоязычных блогеров, а крымско-татарских мало. Так у нас и русскоязычных мало вообще-то. То есть мы сейчас начнем перечислять, и все, парочка, и больше нет. То есть, в принципе, цель – это показать, что так можно вообще делать, по большому счету, да? Затрагивать темы, которые меня интересуют, и, возможно, это будет примером для кого-то начать тоже делать. Потому что задача, как мне кажется, нас, как условных блогеров, это то, чтобы нас было больше. То есть таких проектов, как мой, как вас, вы как телевидение все-таки по величине, а мы такие маленькие артели, где мы что-то там делаем, да, такое условно авторское. И моя цель, мое желание в первую очередь, чтобы таких вот мастерских было много. 30, 20, 50, я не знаю. И тогда уже мы вот эту индустрию мы немножко сделаем заметной на фоне вот этого огромного океана Ютуба, понимаете? То есть мы вроде как, у нас есть претензия к тем, кто делает, но мы не понимаем, почему те, кто делают, такие маленькие и несущественные. А в претензии в каком смысле? Ну, претензии в прямом смысле, что, допустим, кто делает контент, они жалуются, что у них нет просмотров, у них нет лайков, у них нет комментариев. Да. Болезненная, да, история? Да, то есть вроде как мы затрачиваем огромные усилия, а они реально огромные, а взамен ничего не получаем. И, понимаете, это очень тяжело на самом деле. А что вы хотите получить взамен? Я ничего не хочу, Нет, поэтому ну, я и делаю. Я имею в виду, условный блогер что хочет получить? Ну, смотрите, условный блогер хочет, естественно, хочет аудиторию свою. Он хочет быть услышанным, не просто сказать, но и быть услышанным. И хочет, чтобы сформировать свое комьюнити, которое будет его смотреть и комментировать. Потому что, ну, нет такого, что все смотрят все. Все равно кому-то что-то и конкретно интересно. И люди так делятся, и это нормально. Либо неинтересно. В частности. Сіз не беклейсіңіз? Не беклеймін. Мен үшін менің блогым бұл ижат мейданы біріншіден. Екіншісінде бет мұна қонышмақ, яғни өз адамларны қыдырмақ. Ең мұйымы шудыр. Қалғаны есе білмеймін, не істеймін. Öyle. Кене де деймін, ижат. Пара мәселесі десеңіз білмеймін. Пара. Менің парам әлі бүгін жоқ. Ялыңыз
бір қашкері маған бедаға бір давитнамелер берген еділер мұны. Иди бейміз өз дерслерінен пайлашқан еді. Бедаға сақ олсын. Мұны олай жағы олды. Ну, Османбей, давайте так. Вы все-таки еще и создаете продукт, да, своеобразный, специфический, да, но тем не менее это продукт, основанный на критике, да, то есть вы обсуждаете формы. Вы обсуждаете формы, но не содержание. Ну, я так периодически заглядываю к вам, да, на страничку, смотрю, что у вас там происходит, какая жизнь кипит. И что вы скажете про наши формы? Біраз түзелді, білесіз ма? Яғни бір ел евел мұна керчектен біз не үшіндір мұна ескіден япылған бойлы еді, келіңіз бүгін де бойлы япайық. Қырым газетінің алсақ... Гене бұл мен өзімі көтерме естейсіңіз. Бір парча алайық да, бір ше олмас. Реклама болсын. Қырым газеті үшін реклама. Олсын деп. Язылын мұна. Айта жағым, олар не үшіндір мұна 30 ел евел біз бойлы бір логотипіні уйдырдық да, әлі бүгін оны бақамыз, оны қолданамыз. Мұна бұл ескірген шейлерні түзетмек, деніштірмек үшін япқан едім бұтына. Япа жағымына. Мұна шымды білмеймін. Солыңыз не еді? Почему про формы я говорила, да? Какой формы ожидать? Идеальная форма крымско-татарского продукта. Я сейчас так замысловато, но ладно, уж как получилось, так получилось. Идеальная форма. Зиманевей. Зиманевей не дей. Ершей зиманевей. Білмейм. Ну вот с нашей точки зрения, вот когда мне говорят, сделай по-современному это как? Ну, это из разряда за все хорошее против всего плохого. Но это вообще, слушай, дизайн это вообще очень субъективная вещь. Очень субъективная. Если ты говоришь... Тренд-бар, да. Ну, тренды они временные, они перегорают быстро. Может быть, нужно какую-то выстраивать линию и самому тренд задать. То есть твоя претензия, в принципе, понятна. Мне, допустим, да? Мне она понятна. Но я понимаю, что вот за этим логотипом стоит целая история. Нужно пойти, сходить в редакцию, нужно пообщаться с теми, кто это делает. Не все в этом логотипе, понимаешь, упирается. Менже шымды енді логотип не дегені не болса олсын. Менже мына өз мәліматыны берілген бір тарзы. Яғни әлі бүгін біз мына бұл газетаны кағыт үстіне де басамыз. Не үшіндір. Менже біз яшларыны, менің несімі желп етмек істесек, ол мына диджитал ағына шықмақ керекміз. Ең земаневилік мұна-мұнда. Егер біз веб ағыны толдырсақ, мұнасыны земаневилік. Электронный ресурс, вообще эта форма определяет вообще актуальность этого ресурса? Я считаю, что если неинтересно, оно не важно, как неинтересно. Ни на бумаге, ни на электронном виде вообще. Как мне кажется, проблема в том, что мы очень сильно отстаем от современной повестки. То есть мы сильно не актуальны. Если мы сегодня, допустим, говорим, что у нас есть просто задача, ну давайте газету «Хрым» не будем трогать, потому что... Нет, это касается любой сферы. Что началось? Это не закрытая история, просто гештальт не закрыт. Вообще, вы знаете, я в свое время тоже выпускал газету, это такая маленькая история, «Бахчисарай-инфо» называлась, и я тоже понимаю, что такое выпуск, да? Я понимаю, что нужно забивать чем-то полосы и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты маленьким бюджетом как бы оперируешь, то... Вот в это все и упирается, что ты там стараешься огромными этими лонгридами заполнить все, текст, и все. И вот ты потихоньку в это скатываешься. Почему я говорю про актуальность? Актуальность в том, что сегодня СМИ, и печатные, и визуальные СМИ, они сталкиваются с тем, что очень открытая конкуренция. Если раньше ты продавал груши на своем условном районе, ты конкурировал только с соседом Меметом, понимаешь? Сейчас, выходя в YouTube, ты конкурируешь абсолютно со всеми. Вот в этом главная проблема. И насколько ты не актуален, настолько это прямо пропорционально твоим просмотрам. Я так считаю. И если, допустим, сегодня мы делаем контент и получаем 100 просмотров, это только наша проблема, не зрителя. Все, зафиксировали, да? Все, отлично. Вопрос по поводу, что нужно зрителю. Иногда мы попадаем, а иногда ведь не попадаем, да, в яблочко. Да, это нормально. Есть ощущение того, что нужно зрителю? Зрителю, слушателю, читателю? Вообще нет ощущения, потому что мы не знаем, что это за человек. И мы даже не можем
можем сказать, чем крымские татары сегодня отличаются от другого народа, от других русскоговорящих людей. Потому что в большинстве своем у нас русскоговорящее поле, да? И мы не можем сказать, что, допустим, вот исторические моменты у нас заходят, условно, да? А там другие моменты не заходят. Нет, все зависит от того, как ты историю эту рассказываешь. Можно даже историю очень интересно подать, сделать вдумчивый, качественный контент, и люди будут его смотреть, и, возможно, благодаря тебе каким-то комментариям. Мисалер бар ма? Мисалер. Насчет контента? Примеры, да. Ну, хорошо, вот смотри. Танцую. Давай возьмем историческую тему, да? Вот, к примеру, был у нас Нуман Челебиджихан, тема. Я тебе скажу, с какой проблемой я столкнулся. Я тщательно проанализировал, что вообще есть в Ютубе, в печатных СМИ, и я понял, что одну и ту же информацию постоянно перепечатывают. В моем понимании, вот это тот патриотизм, знаешь, вот как говорится, вышиватник. Человек, который просто перепощивает информацию, абсолютно не углубляясь в ее Я у суть. нас Егор Мучинды, правильно? Да. Прям вот... Егором должен Другие быть дни бол не букет. интересны. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? То есть нет никакой работы. В этом году я маленькую работу провел. Мне самому было очень интересно. Вот мы с Исмаилом Акеримовым тоже это обсуждали. Огромное количество информации. Есть огромное количество источников, которые сейчас написаны на нашем староусманском языке, нашем языке. Вы понимаете, для меня был такой шок, когда я смотрел газету, которая написана на арабском языке, ну, староусманском, и я абсолютно понимал, что вот язык, которым писал Нуман Челебиджихан, и я вообще нифига в этом не понимаю, насколько мы разный народ. Вы понимаете, о чем речь идет? Это же ключ. То есть мы, получается, ментально, мы условно просто разные люди. И это большая проблема, на самом деле, я считаю. Ну, проблема не проблема, но когда мы каждый раз задаемся вопросом вообще, что нам мешает думать про будущее, мы всегда должны вот понимать ту разницу, какими мы были, да, потому что вот, Да, мы должны это понимать. Вот этого транзита смыслов, конечно же, не может быть, да, потому что мы другие, и слишком большое расстояние это было между теми нами и нами сегодняшними. Но вы знаете, мне кажется, вы вот сейчас классическую ошибку допускаете, что немножко недооцениваете то время, которое было. Потому Причем что... тут недооценивание? Я говорю, транзита невозможно. Ну вот, ну хорошо, может, я неправильно понял. Просто я считаю, что вот немножко углубившись во все вот в эту культуру, которая была, да, я вдруг понял, что огромное количество решений они уже произвели, которыми мы просто не пользуемся. Понимаете? Огромное количество решений. Да. Так, давай конкретики. Хорошо. Вот смотри. Хорошая была практика. Почему у нас, вот возьмем вариант школ, да? Сейчас у нас говорят, проблема языка, проблема школ, так далее, так далее. Раньше не было государственных школ. Ну, были, но в каждом маале были маленькие школы, которые финансировались исключительно жителями. За счет средств общины. За счет средств общины. Понимаешь? И сегодня нам ничего не мешает сделать то же самое. Открыть такую же школу, ну, они комнаты назывались, это школа Дагиль, это комната, да, комната обучения. И люди скидывались, и дети их учились. Потом посредством наших вот просветителей собрали такую группу, начали такое движение, что собирали очень бедных, талантливых детей и хотели отправить их за рубеж учиться. В ту же Сорбонну, в ту же Турцию, Стамбул и так далее, и так далее. И инициатива была, понимание было. И это тоже в отсутствии государственности, понимаешь? Сегодня мы говорим, у нас нет государственности, поэтому все плохо. Тогда ее тоже не было. Но движение было. И Нуман Челебиджихан, Джафер Сидон, они все итоги этого, понимаешь? Они все прошли этот путь. Именно такой путь. Вот сегодня возьми там условного Первомайского, там какого-то простого паренька, отправь его в Стамбул, каким человеком он приедет? Другим однозначно. Другим однозначно. Вернемся к содержанию вот всего того, что мы делаем. Примеров вообще полно. Я абсолютно здесь с вами согласна, что много решений было именно тогда. Да? И те же горизонтальные связи, вот вы нарекаете на меня, говорите, что сложно, размывчато, вот это все. Да? Но вот эти наши горизонтальные связи, они родом из вот того условного, да, 18-17 веков, когда у нас была история про ремесленнические союзы, да, про преемственность какую-то, то, что называется сегодня предпринимательством, да. Почему мы так быстро самоорганизовываемся, но, в общем, не перерастаем во что-то большее. Вот. И все же медиа наш продукт. Про сложность и простоту. Что у нас выигрывает? Смотря ваши ролики, ваши работы, да, ваши выпуски, смотря то, что у вас происходит, я понимаю, что вообще просто вывести тенденцию какую-то абсолютно невозможно. Ваш выпуск с автором канала Сияхат Делеса набрал какой-то... То есть вы хотите понять логику?
Не то чтобы логику, а приоритеты, наверное. Приоритеты крымско-татарского зрителя, читателя. Смотрите, я думаю, что нашему зрителю очень надоели наши знаменитые люди, которые все везде по кругу ходят. Долой лозунги. Нет, это не про пароход современности. Я имею в виду, что, смотрите, что получилось, да? Какой-то паренек, абсолютно ноунейм, неизвестный, но для большинства. Не, подожди. Ну, не у всех Инстаграм есть, да? Он все равно неизвестный парень, он неизвестный. Я-то знал его давно, я за ним следил, но он для большинства он неизвестный. И получается, понимаете, его просто история интересная оказалась. Я опять же говорю про интерес. То есть паренек едет в Китай, сам один, все делает, приезжает, что-то делает, языки сам учит. То есть вот этого вдохновляющего примера его нету. И эти ребята, не знаю, там 20 плюс, 30 плюс, они смотрят такие, думают, а что, так можно было, что ли, понимаешь? То есть я думаю, что проблема в том, что это действительно как-то пересекалось, перекликалось с мыслями людей. И им было реально просто интересно посмотреть. Просто попали вовремя, вот в тот момент, когда люди вообще на каком-то распутье. Поверьте, я вообще об этом не думаю. Я вообще не думаю о трендах, я не думаю о том, что во что попадет. Я просто с ним договорился. Я вообще с ним в Стамбуле хотел встретиться. Но так получилось, что мы разминулись в Стамбуле и уже в Крыму встретились. И просто это... Есть такое понятие на Ютубе, зашло, не зашло. Вы любой канал можете открыть, там будет миллионы просмотров. Допустим, переходите ролик, 1 000 000 просмотров, все остальные по 10 тысяч. Как это работает? Непонятно. Поэтому основной такой условный секрет в производстве этого, вообще ведения канала, это просто продолжать делать. И все. Других секретов нету. Давайте все же проговорим про содержание. Несмотря на то, что вы любите говорить про форму, я вас... Я дизайнером, да, тоқтасаңыз. У вас, извините, да, вы замахиваетесь на более глобальные вещи. Вы требуете от нас какой-то ясности, да? Вы требуете от нас, чехломая, для чего мы это все делаем? Оқымыш адамсыңыз, зияларымыз мынасызсыңыз. Вот, кстати, я не говорила про национальную идею, я не брала на себя эту ответственность. Я не ищу, несін қорқасыңыз екен. Это вопрос не страха. Это вопрос не ответственности, это вопрос о надобности. Мили ғаймыз керек ме? Нет. Я керек ме болса, не үшін шуны асылды мұны? Я не говорила про национальную идею вообще, я говорила про наше состояние, да? Про те этапы нашего там, условного взросления или изменения, или трансформации. Я никогда не возьму на себя ответственность говорить про национальную идею. Почему? Потому что я не считаю возможным, что национальная идея возможна, извините за тавтологию. Просто потому что не может вот какая-то одна идея объединять нас всех, мы все слишком разные. Ну, вы знаете, вот насчет национальной идеи, мне кажется, что не то, чтобы ее невозможно как-то придать ей какую-то форму. Мне кажется, что у нас просто нет вот этого культурного слоя элит, которые могут его сформулировать и перевести народу. Вот мне кажется, нету трансляторов, у нас вот нету передатчиков, которые могли бы простому человеку объяснить, в чем наша дальнейшая цель. Вот мы приехали, все хорошо, окей, дальше что? Построили забор, купили машину, что и дальше? Я уже не раз повторялась и говорила о том, что, мы себе не строим план будущего, поэтому мы не знаем, для чего мы сюда приехали, абсолютно с вами согласна. В этой связи для Верби, Осман-бей, про ответственность давайте поговорим. Да, то есть, когда мы выходим вот так вот в эфир к людям, когда мы что-то транслируем, даем какие-то мысли, идеи и так далее, мы берем на себя определенную ответственность. На что мы рассчитываем, скажем так? Я могу, первое сказать. Но смотрите, понятие ответственности 100%. Ответственность есть, она большая. Но я вообще, в принципе, никогда не боялся брать ответственность на себя за свои слова, потому что я обдумываю то, что я говорю. Другой момент, кто я такой, чтобы что-то обсуждать. Да, к примеру, вот есть претензии больше ко мне. К примеру, я затрагиваю какую-то тему и начинаю на эту тему высказываться. Во-первых, мне нужно понять, вообще я имею право об этом говорить. Да? Статус мне позволяет это делать. А во-вторых, насколько мои слова могут быть поняты и как они могут быть поняты людьми. То есть мне нужно или очень четко и односложно, односмысленно это говорить, или вообще не говорить. Потому что неправильно трактованная мысль, она тоже может такую волну поймать и может вообще вылиться в непонятно что. Но вообще, я стараюсь не выступать с такими темами, чтобы что-то можно было Вы сделать. на мою дорожку не заходите, да? Нет, вы немножко, да. Но я хочу сказать, что когда ты лично своим лицом делаешь контент, это и сложно, и
тяжело и очень много всяких последствий, потому что, ну, кому-то ты не нравишься, кому-то не нравятся твои слова, кому-то что-то, куда-то зачем-то. Личный фактор личного, да. Личное. То есть присутствует. твой контент вдруг приобретает личный оттенок. А это большая проблема недумающих людей. Потому что в основном у нас, если нам не нравится человек, значит все, что он делает, это плохо. Это ужасно. Это вообще невозможно смотреть Ну, и это про слушать. нашу культуру общения, специфическую Ну культуру ничего, общения. надо взрослеть, надо как-то работать, воспитываться, конечно. Ну, надо Ответственность, отделять. Османбей. Мына ақым барым жоқым. Мен не түсінемін. Сердио olarak ақым бар. Мына киноны бақтын, айттын. Бегендім, я бегенмедім. Болды кеттім. Мына Сіз киноның бірсі сорамай. Ну, подожди. мен өз үшін бұны yapam. Мен істегенімден yapam. Аңлайсыз ма? Бұл ижад, кене де деймін, ижад. Адамлар не істейлер, Алла біле, мен де білмеймін не істейлер. Мен несіні істеймін екен? Мен не үшін шуны yapam? Мына мен іздеп қалам, мен ижаднен оғырашам, мен бір адамнен конышам іште. Шуның үшін ойлаймын, алушы olarak, яғни потребитель olarak ақым бар. Им тесіратларын айтмақ, емде беген-меген ерлерін açıklamak не үшін жоқ. Немножко отвлечемся от медиапродукта. Мне понравился ваш выпуск с Низами-ага Ибраимовым. Он там, знаете, вот маленький, короткий такой выпуск, ну, не маленький, короткий, но небольшой, да, и там затронуты очень важные, как мне кажется, вещи. Про меняющуюся ментальность крымских татар. Он приводит на примере Чешме в Хутлахе. Ну, все, кто живет в Судаке, знают об этом Чешме. Таблички про мастеров, которые ремонтировали, да, то есть если раньше табличка была с именем создателя, условно, мецената, она была под именем Всевышнего, да, то теперь крымские татары прицепили эту табличку над именем или на уровне имени. Вот эта история у меня есть мнение на этот счет. Да. Вот смотрите, мне кажется, что если мы можем хотя бы так реставрировать, пускай табличка будет сверху. То есть, понимаете, между тем, что у нас они заброшенные, и тем, что табличка стоит, скажем так, человек вытаскивает себя на роль создателя, да, условно. Ну, пускай лучше так будет. И люди будут пить эту воду, и по исламу, вы же понимаете, да, все это вытекающие последствия. Belki de adam düşünmedi. Şunun hakkında vay, Allah'ın adı. Очень даже, вот как раз-таки это с точки зрения дизайна, вот он должен наверху и стоять, понимаешь? То есть это скорее всего такая интуитивная штука, потому что все, вообще все, то, что нас окружает, имеет какую-то смысловую нагрузку. Просто мы в это не погружаемся. Как только мы начинаем присматриваться, это все очень увеличивается и очень много подробностей возникает. И Низами-ага очень коротко это объяснил. Понимаешь, целую философию он объяснил вот в этом маленьком отрезке. И ты можешь ее просто не заметить и пойти дальше. Но я считаю, что пускай такие будут. Вот значит, время сегодня такое. Значит, у нас те, кто могут это сделать, значит, они себя ставят превыше. Но они тоже могут измениться, понимаете? Могут измениться, Османбей? Ну, конечно. Мен жейбет, тырышқан адам, қыдырған тапар, істеген япар. Как бы у нас всегда требует глубину, от нас всегда требует патриотизма, от нас всегда Кто требует... Слушайте, ну как вы не выходите, ну в мой адрес ни от кого не прилетает. требую. Нет, я не про вас, что вы требуете, окей. я от вас имею в виду требует. Да, в мой адрес прилетает, типа, ну блин, вы же должны соответствовать высокому и гордому имени и так далее, и так далее. Ну, наверное, значит, у того человека такие представления о патриотизме и о соответствии. Мне кажется, что вообще ни от кого ничего нельзя требовать, никто никому не должен, и все. Усвоили урок? Ничего не требуйте ни от кого. Я істемек оламыз ма? Не, просто понимаешь, вот смотри, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты как потребитель можешь свое мнение выразить, но может на кухне это надо сделать? Понимаешь? Ну, разница есть. Я тоқты, яқшы, окей. мына. Поехали. Я сейірдім кеттен кечіп болмай ма? Мына айды яқшы айтқан, құлақ асмамақ ола ма? Бегенмесен, мені бегенмесен. Как правило, вот смотри, давай так. Ты делаешь контент, и я делаю контент. Как правило, критику воспринимает больше тот, кто делает. Как вот прилетает больше ему. Даже если человек говорит, да нет, мне все равно сидит, читает. И это может повлиять на то, дальше будет продукт или его не будет. Вот в чем проблема, понимаешь? То есть ты своей
очень такой прорубающей правдой, как ты считаешь, да, ты честный человек, ты вот как сказал, как думал, ты можешь человеку просто закрыть дорогу вот в этом направлении, и он просто перестанет это делать. Обидеть. Обидеть просто можешь. Бала У меня дайын можешь писать, что өзімізді хочешь. тұтамыз. Бала дайын не үшін я ойлаймын, Ну, так білмеймін. получается. Мы ранимые, мы нежные. Конечно. Кто создает контент, они все творческие люди. Ты же сам творческий Мен де человек. яратамын. Все, ты же обиделся, когда тебе начали писать, или нет? Жоқ, мен қуандым. Серьезно. Керчіктен деймін. Ну, мне было обидно. Бір қач күн сон эбет. 3 дня спал, да, потом нормально. Ама сон мұны әлі бүгін. Не, я знаешь про что? Смотри, вопрос обзоров и критики, он действительно живой, он есть. Я тоже, кстати, у себя это буду делать. Это нормальный формат, классный. Там можно и посмеяться, и ирония, все. Но вот как-то не резко, понимаешь? Хорошо, а можно критиковать тех, кто вас критикует? Вот у вас был маленький такой небольшой выпуск про комментарии по поводу Хремлеля, Ну, да. Ну, вот вы как-то так, нелестно отзывались о комментариях, условно Не, говоря. подождите. С определенной долей иронии, сарказма Смотрите, даже. Да, ну, сарказм это отличная вещь. Отлично, да, но вот в Ирония адрес тех, шикарная кто вас вещь. смотрит, можно? Смотрите, это знаете, в чем момент есть? Вот смотрите. Если я прихожу к вам, я считаю, что комментарии, это вы пришли ко мне домой, да? Вот вы сделали контент, вот все, кто комментарии пишут, они у вас в прихожей стоят. Вот если человек пришел и говорит, слушай, какой-то комментарий легкий, нормальный. Если человек тебя оскорбляет, то это совсем другое. Понимаете? То есть люди с разной энергией приходят. И тут даже уже не про контент идет, а про тебя конкретно. То есть это совсем другое. Если я приду, начну писать, ты такой через запятую, ну что ему это понравится, он меня просто заблокирует и все, и будет прав. Разговор про смыслы вообще возможен? Мне просто тут недавно прилетело тоже один из комментариев. Реакция на мои слова про крымско-татарские смыслы и необходимость их поиска, обновления или какой-то там реабилитации, да, из прошлого воспринялась как некая бессмысленица. То есть разговор про смыслы – это бессмысленица. Вот как вы отреагируете? Отсутствие смысла тоже смысл, понимаете? Это же пустое пространство чем-то может быть заполнено. Просто нужно подождать. Мына бұл смыслы. Тобто соныс насыл. Мана асылында керек ма дедіңіз, я керексіз. Бұл көрушівіңізде олған шей? Да, это по результатам встречи. Я ж не говорила про необходимость, да, и мы не ставили вопрос, надо или не надо. В любом случае они есть, да, как-то народ живет чем-то, да, это то пространство, которым живет народ. Поэтому все, что происходит у нас, оно происходит именно поэтому. Из каких-то смыслов мы с вами все это делаем, правильно? Я не знаю, каждый же преследует некую цель. То есть для меня задача Миркеза заключается в том, чтобы была некая диалоговая площадка и возобновить этот рефлекс говорить, научиться создавать диалог. Да? То есть я четко знаю, что у нас есть проблема. Да? Просто сесть за стол, поговорить и прийти к какому-то результату. То есть без взаимных обвинений, оскорблений и так далее. Вообще, вы знаете, я думаю так, что не знаю, это вообще всех касается или только нашего народа, у нас все обижаются очень быстро. Легко. Да. И причем обида это, перерастает во что-то вообще, какую-то лавину какую-то, я не знаю. То есть просто обидеть человека можно простой какой-то очень обычной шуткой. Где, вот, понимаете, мне кажется, что отсутствие самоиронии и вообще какого-то легкого сарказма, самоиронии, это вот к чему-то очень ограниченному, понимаете? Когда человек очень ограниченный. То есть я не хочу сказать, что у нас народ ограниченный, ни в коем случае, но мне кажется, этого не хватает. Вы не хотите или не рискнете сказать это? Я скажу, понимаете, я ни от кого не завишу вообще. То есть я просто понимаю, что есть ответственность за то, что ты говоришь, и есть последствия. Да, о чем ты говоришь. Но мне кажется, что нам не хватает такой легкой шуточной беседы. В том числе. То есть некоторые люди так высоко летают, они считают, что в их адрес вообще не должно быть никаких шуток и никакого разговора. Это тоже неправильно. Все одинаковы в этом плане. Разговоры про смыслы и философию должны быть в контентах или нет? Стегине кури. Но готов ли наш зритель к этому? Мне кажется, такая легкость не нужна ему, такая, поверхностность, простота. Бақын, менде керчектен бүгін біз более еңгіл бір мәліметқа алышмадық. Еңгілдікнен бақмақ мұна шақайжы бір адам іште болды кетті. Менің назариетім бар, теория бар не үшін ойлы. Біріншіден біз кенеде мұна веб ағына қайсақ, біз анда АТР қапатылған сон кірдік. Мұна 8 ел евел. Ойлы дегіл ме? Менде ойлы, 8 ел евел. АТР қапатылған сон, мейдан олмаған сон, мұна андан.
кірдік мұны отырамыз. Ве ойледі 8 яшлы баладайын өзімізді тұтамыз. Ойле, біріншісі. Согласны с этим тезисом? Мы не выросли за эти 8 лет, 9. Я исхожу из того, что, ну, мне кажется, я уже повторяюсь 195 раз, что у нас сейчас вот та самая демонополизация прошла, информационная в том числе. Вы точно исходите из моего тезиса, да, про этого 8-летнего ребенка, медиа-ребенка. Мне кажется, да, я связываю это с событием, которое вот с закрытием АТР, да, но... Все, что произошло сегодня на нашем медиарынке, это есть следствие, результаты, причем отличный результат, как мне кажется. Мне кажется, что то, что сейчас происходит на медиарынке, он никак не связан с тем, что закрыли АТР или там что-то еще. Мне кажется, это общая тенденция, потому что средств производства становятся доступные средства производства. Люди понимают, что... То есть, понимаете, вот такая вещь, что есть много примеров. И наши соотечественники, в том числе, смотря этот контент, думают, а что, если я тоже попробую так сделать? Мне кажется, что вот это отсюда исходит, что просто кратно множится количество тех, кто производит контент, и нас это тоже касается. Потому что, допустим, в 2014 году, в 2012 году, в 2010 году у меня и тогда была возможность делать контент, у меня техника вся была, но у меня не было этого понимания. Я думаю, что это понимание пришло со временем. Ну, может быть, оно пришло потому, что пустота возникла определенная. А какая пустота? Вы хотите сказать, что один канал запускал всю пустоту, заполнял? Ну, а разве нет? Крымско-татарское пространство, оно не заполнялось одним каналом? Всю пустоту точно нет. Ну, не всю пустоту, но основную. Ну, хорошо, смотрите, я понял. Сейчас мы как-то так это... Я понял мысль. Знаете, самый честный ответ на этот счет, нужно, чтобы каждый подумал, какой контент он смотрит. И все. Вот YouTube — это хороший показатель. Вот человек логинится, и у него идет подписка. Вот по этой странице можно понять, что это за человек. Понимаете, это делается очень быстро. Я не думаю, что АТР как-то влияет вот на эту штуку. То есть... сейчас нет. Мой тезис в этом и заключается, что он уже все. Ну, не в смысле все, в смысле, что он не один. А вот у нас могло быть 5 каналов, допустим? Не заман. Верится с трудом. Доходила Вельма, я шымда. Вообще нет. Тогда, конечно, часто понятно. Я сомневаюсь. Почему? Оғадар чалышқан адам жоқмыз. Да, ну, глупости какие. Нет, просто, я же говорю, у нас все пронизано неким таким политическим смыслом, Ну, да. и поэтому, и идеологически в том числе, и поэтому, ну, это бы воспринималось как оппозиционность, как некое оппонирование, даже не оппозиционность, а оппонирование. Возможно. Мне кажется, нет. Да, бар фикрім бар. Сейчас наш разговор про АТР поймут как, типа, хорошо, что закрылся, появились новые эти. Ни в коем случае. Вообще ни в коем случае. Смотрите, я просто говорю про свой опыт, да, что я свой канал создал в 2020 году. Вот именно создал. Что-то начал делать, потом опять все забросил. Это, понимаете, это вопрос создания контента, он очень сложный. Потому что это как вот борьба с ветряной мельницей. То есть это абсолютное... Ты прикладываешь огромное количество усилий и ничего не получаешь. Вообще ничего. Даже, может, тебе негативные комментарии пришлют. Только понимаете? в минус, да? Да. Вот кто это не делает, они вообще не понимают, о чем я сейчас говорю. Но на самом деле это много усилий затрагивает. И поэтому так мало людей, кто это делает. Понимаете? То есть кто-то пробует, там, 2-3 ролика выпустит и понимает, что это огромный труд, это путь, это выбор и так далее. Да, и так далее. это найти, это уговорить, это содержание придумать, это создать, собственно говоря, всю эту конфетку, да. Османбей, я посмотрела ваш выпуск с Дилярой Ханум Тюкянджи. Он мне очень понравился. Знаете, чем? В первую очередь, что он начался с тезиса или точнее, с ее фразу про улыбку. Да, и она там сказала, что вот ее способность радоваться жизни, ее улыбчивость как-то вот воспринимается, ну, как некая странность. Вы не просто так вынесли в заголовок эту фразу. Почему она Мен де засела? айным, аңлайсыз ма? Мен де айным, мен де чоқ күлген адамым. Вас тоже не воспринимают, да, нормально? Керчеріктен мұны битерейім шуна. Не үшін? 8 ел евел көрген едік. Емде менже біздің яраларымыз, ачық яраларымыз чоқлар. Тарихымыз мұны 100 ел ішінде о қадар мүшкілке. Әлі бүгін не айтсан айт, или бір ярғы тиерсін. Мұны шунын үшін бірде-бір адам күлсе, вай сен не күлесің? Маға өледі yazған еді. Не күлесің екен? О қадар земанеміз қорқыншылы. Сен есе күлесің. Жоқ көме ағыларсың сон. Я мен, білесіз ме, кез дайын бір көзін күлем, бір көзінен ағылайым да. Шының үшін біраз
ақсыз сөздер. Жизнеутверждающий контент. Насколько он у нас интересен? А Насколько что это он... вы подразумеваете? Ну вот как-то все хотят про позитив, все говорят про какие-то жизнеутверждающие идеи, смыслы и так далее, но никто не говорит вообще, что он хочет. То есть, ну, я не знаю, А люди смехопанорама не люди не удовлетворяет. знают. Типа, как, чего вы смеетесь, когда плакать надо? Сон Да. аларлар деген. Смотрите, если мы говорим про Тут, я, знаете, больше вопрос Да. про что? Про запросы. запросы, Да. людям хочется смеяться, радоваться. Сейчас Людям хочется, понимаете, Василий. почему нет? Ну, да. Почему нет? Сейчас контент, связанный с юмором, заходит намного, говорю там, да, Нормально. заходит, да. Мы же не Более на я Ютубе знаю. работаем, да. То есть он заходит намного лучше, потому что люди, заходя в интернет, они хотят очень быстро получить положительные эмоции, очень прям вот сейчас. И это понятно. То есть это запрос. Может быть, это запрос времени, но это сейчас так. Поэтому, если вы делаете смешной контент, то это будет больше. Вот, допустим, вот вы свои передачи возьмите, там, где у вас все сидят, эксперты говорят, это скучно смотреть, и просмотров там меньше. Если, допустим, там что-то более живое, может, там какие-то... Это будет больше заходить. Потому что, ну, наверное, человек так устроен. Ему хочется больше, наверное, в сторону позитива, что ли, работать, смотреть. В нашем случае вообще эти правила не работают. Я уже давно вывела тенденцию. Все то, что мне нравится, оно не набирает то количество просмотров, как то, что мне не очень нравится. Ну, это тоже нормально. Ну, это вопрос вкуса Да, просто-напросто. да, это нормально. То есть, как бы, значит, просто не совпадаете. Но это сейчас так не совпадаете. Но, опять же, мы же не можем как бы требовать от людей, чтобы они смотрели жизнеутверждающее видео. Ну, зачем оно 100 лет им не надо, понимаете? Возвращаясь к вашему разговору с Низами Ага про старые крымско-татарские дома. Мне кажется, это тоже такая интересная тема. Она, знаете, такая многослойная, скажем так. Да? И он там рассказал, или заявил, скорее, тезис про то, что мы разрушаем старые крымско-татарские дома и новые строим не крымско-татарские. Если мы вот... перейдем немножко в формат того, что мы делаем со своей историей, в формат того, что мы делаем со своим будущим. Какое это будущее? Не крымско-татарское или какое? Мое будущее точно крымско-татарское. То есть я в этом проблем никаких не вижу. Ровно в той же степени не вижу проблем, когда человек ломает татарский дом и строит другой дом. Ну, значит, он сегодня вот в этом положении, значит, сегодня он хочет жить, значит, он сегодня хочет, чтобы у него были теплые полы и так далее. То есть, понимаете, разница в том, что есть моменты в том, кто этот дом покупает. Если это единственный дом, в котором вы живете, но вы неизбежно его сломаете и сделаете современным. То есть пригодным для сегодняшних требований. У вас же в Инстаграме нормально все. Вы же, когда смотрите блогеров, у них красивые полы, хорошие окна, а вы сидите, у вас черепица, понимаете, протекает. То есть это, мне кажется, немножко спекуляция идет. Мы как бы пытаемся пристыдить тех людей, которые живут в тяжелых условиях, и вот в этом старом татарском доме. Мы говорим, какой ты вообще непорядочный, взял, сломал там условное окно, ты мог бы его сохранить. Но он живет так. Он живет как может. Другое дело, когда, допустим, у тебя есть возможность купить старый дом и сохранить. Это класс, это молодец. Это просто как музей. Можно жить, можно как музей, можно как угодно. Понимаете, мы не можем людей обвинять в том, что они сегодня ломают татарские дома. Ну, они живут так. Ну, я не хотела бы, чтобы мы так буквально говорили об этом. Я скорее сказал про буквально. наши правила крымско-татарские. Да? Я считаю, что, вот смотрите, я считаю так, что мы как народ должны развиваться. Мы и развиваемся, на самом деле, хотим мы этого или нет. И когда мы, вообще в первую очередь, мы должны все немножко заработать денег, как народ. Потому что когда у нас будет капитал, нам будет есть что терять. Понимаете? И когда тебе есть что терять, ты становишься более осмысленным и начинаешь думать о своих шагах, о своих последствиях. Ты начинаешь понимать, что есть ответственность того, что ты говоришь. Это все про то, что ты можешь потерять. Когда тебе терять нечего, ты можешь там шарманку запустил и ушел. Ну, это ни в коем случае. Ни в коем случае, нет. То есть я про это говорю. Ломать правила можно вообще строить новые какие-то? Мы уже это делаем, да? Я уже все жолымдан білмеймін. Уже все сломал. Істегеніне қадар япам. Тамам, а новые правила крымских татар, о чем они будут и про что?
Давай. Но вы от меня требуете национальную идею. Почему я не могу потребовать от вас всего лишь А про он уже правила? написал, вон. Он уже Мен өзім жазайын. зачитываете. Яны қағиделер, яны қанунлар. Білмеймін, менше бүгін қырым татар олмақ үшін, яды қырым татар матбуаты алсақ, ол мұтлақа ана тілінде олмақ керектір. Бағышыланыз. Ама ялыныз тіл бізні қырым татарлаштыра, түсінем. Только язык наш Отличная идея. соблюдение. Чүнки кенеде диварлар йықылалар, байрақлар йыртылалар. Тіл қалай бедейін, білмеймін. Вот мы заходим на скользкий лед, да, по поводу языка и контента на крымско-татарском языке. Вы мне уже озвучили претензии по поводу, да, что после выпуска про «Зачем нам крымско-татарский язык» я должна была резко заговорить. Бұл менің фикрім вести. дегіл, ама... Вы знаете, Не прикрывайтесь чужим мнением. Вы знаете, чтобы умножить на 0 то, что человек говорит, достаточно сказать, что он говорит не на татарском языке. Понимаете? То есть, если у тебя есть претензии к человеку, ты говоришь, ну что ж ты, вражина-то такой. Это первая претензия. Смотри, я считаю, что важно и то, на чем мы говорим, и то, что мы говорим. Понимаешь? Смысл должен быть в обоих языках. И если мы сегодня говорим о том, что вот ты говоришь, да, допустим, все должно быть на крымско-татарском, я не против, я в этом направлении двигаюсь. Не для того, чтобы там успокоить тебя или кого-то. Я сам это понимаю. Но я также понимаю, что есть понятие аудитории. Понимаешь? Если ты хочешь, чтобы твои слова, ты же хочешь заложить какой-то смысл людям, да, ты хочешь передать себя. Я есть, вот моя мысль. Если ты хочешь, чтобы эта мысль дошла до человека, он должен хотя бы тебя понять. Просто декодировать твои слова. А если мы признаемся, что у нас народ не говорит на крымско-татарском языке... Мы в этом не признаемся. Вот в чем проблема. Я же говорю, нам надо признаться. Мы у нас в этом не у нас признаемся. 50 филологов сидят в интернете и все строчат. У нас... Я еще не договорил. И теперь, смотри, если мы делаем контент на не крымско-татарском языке, но про крымско-татарский народ и культуру, это уже намного больше, чем на крымско-татарском языке ни о чем. Понимаешь, о чем я говорю? Это первая мысль. Вторая мысль. Смотри, чтобы народ заговорил на языке, нужно, чтобы народ понял, что это, во-первых, классно. Это очень классный инструмент, который подходит абсолютно к другим народам. Практичность, вы сейчас про это? Очень практичный. Супер язык. Потому что я это понимаю, смотря на опыт, допустим, вот опять же Исмаила Керимов, да, он говорит, он 2 недели побыл в Азербайджане, он полностью говорит на их языке и пишет на их языке без ошибок. То есть, понимаешь, нам нужно объяснять, нашим соотечественникам нужно объяснять, что это суперский инструмент. Если я в школе учился, мне мама говорила, учи английский язык, потому что это способ коммуникации. Сегодня крымско-татарский язык – это способ коммуникации с огромным тюркским миром. Вот с чего нужно начинать. А не с того, чтобы... Извини меня, я неделю создаю контент, приходит человек и пишет, надо делать на крымско-татарском. Да я это и так понимаю. Я это понимаю. Может быть, другой кто-то не понимает. Я это понимаю. Яқшы, я илерде контентіміз насыл тілінде олacak. Ана тілінде, я рус тілінде. Подожди, смотри, давай. Тут не мы задаем тон. Мы же как реакция. Да мы вообще... Вы все время хотите вот эту вот Не, ну ответственность смотрите, переложить я на сижу, нас. Не мы задаем вот смотрите, я вам сейчас пример скажу. Вот смотрите, вот когда пандемия началась, и все начали вдруг есть вот эти корни горькие, как имбирь. Все начали его есть, и он начал дорожать очень сильно. И вот вам картина. Еду я по привозу и смотрю, вот такая огромная гора имбиря стоит, и рядом скучающая девочка. То есть он вдруг стал ненужным. Понимаете, да? То есть мы, контент-мейкеры, мы продавцы на рынке. Если покупают морковку, мы стараемся морковку продавать и немножко помидоров. Понимаешь, о чем я? Все на инвазии. Ну да, я только за себя говорю, не подумайте. Абсолютно солидарно здесь. То есть мы реагируем на запросы. Иногда создаем сами этот запрос. Тут такая реверсное движение, мне кажется. И вот возлагать на нас ответственность за крымско-татарский язык, ну уж точно не нужно. Давайте вот Вы у себя дома. Давайте на кафедре крымско-татарского языка. Пускай преподаватели по-крымско-татарски начнут говорить, когда их никто на них не смотрит. Тогда, может быть, и какие-то изменения начнутся. Понимаешь?
То есть, на самом деле, требования, ну, как ты можешь нас Мен требовать? кейбір заман анау кафедраға бармаған А едім. вот бар, сходи. Я не керек маған. Ойлайды лафетем, анау кафедра не керек маған. Анау жалар не керек Райса. Давайте еще проговорим про, да, давайте еще поговорим про провинциальность и местечковость. Насколько мы вот провинциальные и местечковые? Мы вообще сами себя... Ну, я рефлексирую на эту тему. Вы как? Вы рефлексируете, Ну, нет? подождите, нужно сначала понять, что такое провинциальность. Ну, насколько мы успеваем за теми трендами, насколько мы соответствуем вот по качеству и картинки, и содержания, и так далее, и так далее. Потому что когда вот та самая история про серьезность выпуска, да, когда я задаю те вопросы, которые актуальны в сегодняшней повестке дня, там условно общемировой, да, но очевидно, что меня не слышат, меня не понимают, поэтому я получаю там условно маленькое, да, количество реакций на тот или иной выпуск. Когда я опускаюсь на банальность, заходит великолепно. Вот это проблема... Да не хочется. Мы ж, я не знаю, мы же второй своей миссией считаем, ну, какой-то поднять уровень, да, на нашего зрителя, слушателя. Или мы это не ставим? Ну, мне кажется, есть в этом необходимость. Так, ну, провинциальность, ну... Провинциальность, алам ярован мен бұл да ата-анама қоламайым. Менше ресімін алсақ, Дилавербейнің ресімлері, яғни кадр, пегдүлбер, білмеймін, айынкілі, бүтін дүния япқанына бақсақ да келушір. Шының үшін, білмеймін, біз ғалиба тамам мына yolundamыз. Ну, я ж не буквально про картинку, да, я вообще про атмосферу. Я бүгін сынырлар бар ма? Мына оғладар ичтимаи ағларымыз бар. Еркес анау Америкада не ола, білмеймін, Бразилияда не ола, біледі, көреді япқанына. Оның үшін менде бүгін сынырлар жоқлар. Да, но тем не менее отсутствие границ не позволяет, ну, не помогает нам быть интересными для других. То есть мы интересны сами для себя, условно. Да мы себе неинтересны. Вы что-то Некоторым, как-то да, очень я что-то оптимистично. занесла, да? Меня Осторожнее здесь. понесло. Білмеймін. Вот в этом контексте, да, про местечковость и провинциальность. Я про это. Бақын, бір заманлары матбуат ақында Корышев болған, Қорабей Пати деген Корышев. Анда да мына өзгүнлік ақында лафете едік. Ве шусада не айтқаны дилер? Якут киносы ақында деген. Якутское кино. Олар өз ішінде қайнайлар. Олар өз үрф адетінде, өз тілінде мәлімат япалар. Ама бүгін Якут киносы балабан бір тренд олған. Балбан бір бренд олған. Бір фестиваль олса, анда 2 күн тамам оларға айыралар. Ана сізге местечковость. Варимся, продолжаем вариться в своем соку, и, может быть, когда-нибудь это станет трендом для всего мира, или как? Так, ну вот смотрите, я вот про тренды говорил, что тренды — это подражать кому-то. Я думаю, что якуты настолько были самодостаточны. Чего подражать? Это же просто может быть актуальность чего-то или не Нет, актуальность? я считаю, что это подражание. Тренд — это подражание. Я считаю, что тот, кто формирует тренд, он создает новое принципиально. Вот смотрите, допустим, вот все говорят про якутов. Да? Я смотрел кино, мне не нравится. Ну, это мое субъективное мнение. Почему у якута есть такой феномен якутского языка? Потому что они вдруг поняли, что они никому не должны. Они начали говорить о том, что им интересно, и это нашел отклик в своем народе. То есть в первую очередь народ это оценил. Они начали ходить в кинотеатры, начали покупать билеты, и вот эти кассы позволили раздувать эти все истории. Потому что невозможно за маленький бюджет рассказать большую историю. Проблема нас именно в этом, что если я сегодня сниму какой-то полный метр и пойду с ним в кино, да, ну, какой будет прокат? Тоже вопрос. Ну, может быть, первая картина нормально будет, потом будет все на спад. Про что вы будете? Ну, вообще, да. То есть это как бы такое, это, ну, плохой пример. Я считаю, что в первую очередь якуты поддержали, сам народ поддержал своих режиссеров. Я по поламаймыз. Думаю, нет. Бір-бірімізге қол тұтма Ну, во-первых, нас сравнивать с якутами как-то, ну, не... Да можно, Не, это не, тюрки. не. Ну, нет, мне кажется, у нас просто немножко разная история. Мы были на сцене, они нет. На исторической сцене. Да, вот. конечно. Не, ну слушайте, это вообще у нас с этим все в порядке, на самом деле. С самооценкой Если или- с самооценкой, ну, на самом деле у нас все нормально. То есть, понимаете, у нас все хорошо, на самом деле. Просто нам нужно понять, что никто нам не поможет.
Вот эта мысль, она должна быть в каждой голове, кто делает. И если я сегодня сижу и понимаю, что если у меня есть одна табуретка и камера, и мне больше никто не поможет, значит, вот это то, с чем я должен работать. Нам, вот конкретно тот, кто производит контент, нам нужно всем понять, что нам никто не поможет, и мы сами, на самом деле, мы сами можем это сделать. Мы сами можем это сделать. Вот, допустим, я за казахами слежу. Интересный такой кейс, скажем так, да? Вообще Казахстан в последнее время стал очень актуальным. У нас. Ну, актуально, но их 20 миллионов тоже, понимаете? У них есть критическая масса. То есть у них есть... Но, кстати, казахи сами себе претензию такую выставляют, что пока их казахстанец не стал знаменит на весь мир, сами казахи его не воспринимают. Может быть, это такая тюркская такая история, что пока ты вот у себя на ауле сидишь... Это колониальная история, это не тюркская. Может быть, я не знаю. Я Это уже по вашей части. Yok mu? Джамал Мессель. А она стала когда известна? Когда уехала из Крыма? И что-то я Когда до этого вырвалась за и не пределы. И знал. опять разговор про местечковость и провинциальность. То есть какая-то внутренняя тяга к вкусному, интересному, актуальному у нас есть, но мы Нам не как будто бы способны- надо ориентир, понимаете? Нам как будто бы нужна чья-то Ну, это оценка. вот опять наша колониальная история про, окей. про то, что мы не самостоятельны, мы не субъекты, мы объекты. Мы Ну, вот надо, либо значит, стать подражаем, или, как вы самостоятельными. говорите, идем в тренде, да, либо, ну, опять мы создаем что-то не самостоятельное, не актуальное. Ну вот можно же создать? Ну, можем, мы пытаемся, по крайней мере. Ну да, но надо пробовать просто и все. То есть мне кажется, что... Вахтанин Вообще пробовать и говорить про себя – это такая большая история про саморефлексию, да, история про честный разговор о себе. У нас вообще возможен честный разговор о себе? Невозможно вообще. Ev içinde olabilir. Да, мне Руслан кажется, попробовал. даже в доме мы же честно друг другу не признаемся, даже в семье. А уж Не, тем более подождите, в рамках... подождите. Давайте не будем все семьи трогать. Ну, очевидно, что не все семьи, но исходя из того, что у нас иногда происходит глобально, да, то, что те тенденции, которые наблюдаем, я понимаю, что честный разговор случается редко. Ну, может быть, он и не нужен просто. Может, время не пришло этого честного разговора. Просто, может быть, не пришло, я говорю, я предполагаю. Несель Дейнишкен сон, Бельгия. Просто, понимаете, для многих он и не нужен, этот честный разговор. Для самих себя. Ты же сам все понимаешь. Сидишь, думаешь. Все. Но, смотрите, толку, если я скажу, если человек не может это услышать. Ну, зачем? Хорошо, честный разговор о себе, о своих минусах, плюсах в контексте народа. О, бірден дарыларымыз. Бір-бірімізге. Вы опять опираетесь на тот свой негативный опыт. Бірде бір şeyini айтсам, кенеде, білмеймін. Ама менже вақтынен біз бұны алышырық. Яғни кенеде мен қайтам. У меня есть сомнения. Вот здесь Я сейчас были бы есть оптимистом. претензия по поводу вашего оптимизма, потому что, мне кажется, что наша самокритика вообще не работает, критика вообще не работает у нас. И, это воспринимается как заявка на занятие чего бы то ни было места, да, то есть когда ты начинаешь критиковать, да, это большая проблема, когда как будто бы у нас так мало мест, где себя можно проявить. Мне кажется, у нас непаханное поле, и работы, и пробуй Бізде себя. әлі де 5 мевзу бар ма, жоқ ма, білмеймін, более мешур олғанлары. Мен сайғанда Мисаль үшін. тарих, тіл, өзіме жазған едім. Эдебият, чалғы ве хаберлер іште бөле бір парча. Хаберлер я бы сразу вычеркнула бы. Айсы дортане мұны, дортане етер. Телеграм-чаты можно. Жоқ, ресми şeyler, хаберлер. Айталарды. Да. Мұны ебет, бош еріміз чоқ. Бұна мен же вақтынен адам тапылыр. Яғни несіл денеші, менің несілім енді более зорланмаған бір несіл. Ве біз енді асылында бақмайық. Не түшінірлер, вай мына бұл адам не түшінір менің ақымда. Мне кажется, вы уникальны вот в своем отношении к окружающему миру. Не каждый так вот позволяет себе не думать об общественном мнении, потому что все равно Вообще, озираются. вот насчет общественного мнения, это же наша чисто татарская история, что когда вот твой статус и твой авторитет был очень важен вот в месте, где ты живешь. Репутация. Репутация – это не последнее слово, понимаешь? Я думаю, что наши корни оттуда идут, что, по крайней мере, нашим родителям очень важно, кто что скажет, кто чего. Нам уже не так. Мы уже меньше, но все равно неприятно, согласитесь. Ну, вы реагируете. Может, вы знаете, вот вы когда говорите про честный разговор подразумевает, что какие-то обидные слова.
Но мы же не говорим, честно, ты такой классный. Вот мы же не про это говорим. Мы говорим честно, слушай, ну ты, короче, что-то не то. Может быть, нам нужно честность У вас сейчас проявить. честность как претензия выглядит, а для меня честность это как открытость. Не, подождите, открытость говорить какие-то неприятные вещи. Правильно? Почему неприятно? Или приятные? Ну, может- Хвалить от души, да? Это имеете в виду? Нет, это рациональная и объективная оценка. Но Плюсов, это нужно минусов и быть так далее. взрослым, понимаете? Ну вот я про то, А что как мы вы не возраст выросли. проверите? В паспорте Мы его не выросли. напишешь. Мы в контексте народа не выросли до этого. Вы знаете, вот мне кажется, есть универсальное решение, что нужно поначалу научиться честно хвалить людей. Потому что у нас на похвалу очень... Лести много. Нет. Именно похвала, не лезть. То есть, вот, допустим, если тебе понравилось, нужно это отметить. Не просто просмотреть и закрыть, а нужно отметить. Может быть, что-то написать, может, что-то сказать. Там, может быть, лайк поставить, я не знаю. У меня там под видео там постоянно пишут, мол, интересно, а почему так мало лайков? Я уже на это внимание не обращаю. Потому что я сам редко лайки ставлю, если честно. Вот вам ответочка, да? Вот и все, да, ментальный ответ. То есть, понимаете, мне кажется, что, может быть, начать потихоньку учиться хвалить людей, а уже потом учиться их немножко ругать, скажем так, да, говорить какие-то неточности. Потому что мы вроде как с претензией приходим, что вот никто не хочет слушать конструктивную критику, да, в кавычки я возьму это слово. Так, а конструктивную похвалу у нас вообще есть? Кто-то хвалит у нас? Когда Классный вы продукт. начнете, Мен в конструктиве? Вот Я классная заставка. махтаю. Тебе пишут, классная заставка. Я, допустим, ее оценил. Қайсы бар? Ну, вообще. То есть я когда смотрю, я понимаю, что ты сделал, понимаешь? Я это тоже этим занимаюсь. Не, вот эти ваши человечки, Да, это, да, конечно, да. прикольно. Да, Да, ампликация. Образно. Ну, давайте финализируемся. И я задам... Мақтамақ үшін. Мен мақтаймын, бақышла на самом деле. Оправдывайтесь, Скриншоты, где? оправдывайтесь. Яқшы мына соңғы язмам Эди Пеймир қойылған спектакль ақында еді. Мен башта мақтадым. Башта бойле дүлбер бір спектакль. Потом сходил, да? Дүлбер бір театрымыз бар екен. Ама да бір қач түзетмелерім, более теңқі демеймін түзетмелерім, қайдетлерім бар. Яғни бізге қарыштырмақ керек. Ем мақтап, ем де теңқыт. Ну, я надеюсь, что в следующих ваших выпусках будет гораздо больше похвалы, нежели в предыдущих. Конструктивной похвалы. Конструктивной похвалы, да. Давайте я финализируюсь и вместо блицев предложу вам 3 тезиса, на которые попрошу коротко ответить. Родина – это? Осман Бей. Милетім яшаған ері, евім құрылған ері, ве тілімде лаф еткен лері бойлы. Сауңыз для Верби? Так, ну, родина – это Крым, понятное дело, да, то есть место, где мы живем. Второе – это семья, которую мы строим, потому что семья – это и есть родина, по большому счету. И третье – это, наверное, понимание, что нужно восстанавливать то, что было утрачено. То есть вот такая условно, знаете, регенерация. То есть понимать, что у нас язык, да, немножко слабый, но не смотреть это как с точки зрения, что все пропало, а в том, что так, сюда нужно больше немножко внимания. Крымско-татарский патриотизм. Недробу. Я сіз не біледіңіз. Меркезе келіп, бөлек жидей суалерге жауабını бермейдіңіз жоқса. Конспект открывай. Ай, мен язмадым, мен азырламадым бұны. Тек экспромт. Патриотизм тоқтасаңыз, ватанперверлік. Яқшы. Ең әдейі шейлеріне ақылыма келе. Тарихымызны білмек. Урф-әдетлерімізді күтмек ве данелер. Білмеймін, келешегімізге ишанмақ. Еге олғанына ишанмақтыр. Как вариант. Крымско-татарский патриотизм для Верби. Так, ну я его понимаю сейчас, я его понимаю, что это жить в Крыму. И все. Сауңыз. Соңки суалим. Что значит быть крымскими татарами? Деля Вербей башыласын, мен түшін. Не, подожди, я просто твои вопросы переработал. Ну давайте для разнообразия Так, с вас еще начнем. раз, Что значит быть крымскими татарами? Так, ну, крымскими татарами это, конечно же, знать свой язык, естественно. То есть язык – это основа всего, основа ментальности. Это такой проводник в понимании вообще нашей культуры. Я считаю, что быть крымскими татарами – это стараться говорить на родном языке и все. Вот язык – это самое основное. А все остальное мы очень легко, и так, в принципе, мы восстанавливаем. Кевчектен бе ойлады? Түшінесін тіл ең мұйым шей? Сіздің Самый главный вариантыңыз. тезис, Менің вариантым. Бет ойлендір. Тіл Чуть повторишь. ең
Ен мойым шейдер бүгінге баққанда. Яғни сіз мұны ғайлер дейсіңіз, менже ана тілінде лафет. Дене бұл ғайлер. Мен бір бақылері оны ақында денедім. Yok, тоқтасаңыз. Көршібіңіз 2,5 саат олғанда, ғайлер ақында олғанда. Жоқ. Мили ғайен. Хымдатар ақында еді. Ғайлер тек ғайлер дегілді. Аслында ғайлер үшін башқа бір адам сөйледі. Мен оны демедім. Тамам олсын. Çok sağ olunuz. Это был проект Меркез. Горушкенде.